На канале Абхазского телевидения вы смотрите информационный выпуск Камшик-Пшара. Здравствуйте. В преддверии празднования Дня Победы и независимости по всей республике проходят церемонии награждения участников войны медалями за победу. В Музее боевой славы имени Владислава Ардзенба состоялось торжественное вручение медалей ветеранам Восточного фронта. Подробнее в репортаже Гугу Цеварданя. Открывая торжественную церемонию вручения медалей за победу, директор Музея боевой славы имени Владислава Ардзенба Мзия Бея поздравила ветеранов Отечественной войны народа Абхазии с наступающим праздником Победы. Медалями за победу были награждены 8 ветеранов Отечественной войны народа Абхазии. Сааку Буюкляну было 27 лет, когда началась война. Не раздумывая, молодой человек встал на защиту Родины и вместе с добровольцами воевал на восточной линии фронта. Большой поклон и честь тем, кто пришел защищать нашу Родину. Я имею в виду и казаки, и чеченцы. У нас очень многонациональная группа была, очень. Ребятки молодцы. Медалью за победу была награждена и сотрудница Музея боевой славы Наталья Аржба, которая также принимала участие в Отечественной войне народа Абхазии. Среди тех, кто сражался за свободу и независимость нашей Родины, был и боец медико-санитарного батальона Даур Барцыц. Он прошел всю войну и сражался до победы. К сожалению, в 2017 году Даур ушел из жизни. Медаль за отвагу, которой он награжден посмертно, была передана семье героя. Медалями за победу были также награждены Зураб Аршба, Руслан Аршба, Олег Гамгия, Тимур Логуа, Вахтанг Харчилава и Ибрагим Чкадуа. Гугу Цеварданя, Алексей Гухава, Абхазское телевидение. Во всех городах Абхазии с 29 сентября по 6 октября пройдет акция «Бессмертный полк». В мультимедийном центре «Спутник Абхазия» и ее организаторы рассказали подробности. Репортаж Эсмы Гуланце. Акция «Бессмертный полк», посвященная Дню Победы в Отечественной войне народа Абхазии, пройдет во всех районах республики. Ежегодно число желающих участвовать в ней растет. Люди ждут 30 сентября, чтобы пройти по стране с портретами погибших родных и близких. Идея проведения «Бессмертного полка» у нас была давно, и мы его реализовали 4 года назад. Эти ребята, эти девочки погибшие, принесли нам победу и независимость. Что есть у человека самое дорогое? Это жизнь. Они отдали для того, чтобы наша община процветала, чтобы мы жили на свободной нашей родной земле и для того, чтобы их дети жили в свободной и независимой Абхазии. В этом году «Бессмертный полк» пройдет в Новом Афоне 29 сентября, в Тхуарчале, Гудауте, Ачимчире, Пицунде и Сухуми 30, а в Гагре 6 октября. В Сухуми сбор участников начнется в 11:00 у площади Абхазского драматического театра. В 12 часов колонна начнет свой путь по набережной Махаджиров. Затем участники полка возложат цветы к мемориалу в Парке Славы. Завершится акция на площади Свободы. К нам присоединяются студенты АГУ, студенты нашего университета, школьники и молодежь нашей Абхазии. Это патриотическое воспитание, это то, чего мы добиваемся. Что этим мы хотим сказать бессмертным полком? Ребята, которые погибли, не должны быть забыты. На сегодняшний день это очень актуально и очень важно. Все люди должны помнить, какой ценой это все было принесена эта победа. Уже 4-й год подряд помощь в организации акции оказывает оператор мобильной связи Амобайл. В 2016 году компания впервые поддержала идею, и уже тогда организаторы были уверены в том, что «Бессмертный полк» станет традицией.
Если говорить о самой организации Бессмертного полка, то на месте старта у Абхазского драматического театра у фонтанов будет организована для всех участников питьевая вода. Также будут волонтеры, которые помогут распределить фотографии, найти своего близкого, чью фотографию вы хотите нести. Впереди Бессмертного полка будет идти молодежь, которая в этом году, она приятно нас удивила, они сами вышли на связь. Прежде чем мы успели им позвонить, они сами позвонили и сказали, что мы хотим участвовать так же, как и предыдущие годы. Опыт предыдущих 3 шествий показал, что память о тех, кто подарил Абхазии будущее, жива. Люди с большим энтузиазмом принимают участие в акции. Это и есть патриотизм и любовь к родине. Эсма Гуладзе, Инала Гухава, Абхазское телевидение. 27 сентября, в день освобождения города Сухум, администрация столицы проведет ряд мероприятий, которые начнутся в 10 часов с церемонии возложения цветов к мемориалу славы. В 11:30 состоится открытие мемориальных досок добровольцам Отечественной войны народа Абхазии на Гумистинском мосту. В 16:00 праздничный концерт в Абхазской государственной филармонии. На набережной Махаджиров также в 16 часов откроется выставка «Пленэр», посвященная Дню освобождения города. В 17 часов здесь же у колоннады пройдут соревнования по брейк-дансу, а в 18 часов 30 минут стартует шествие с флагами в сопровождении национальной музыки и танцев. Кроме того, с 26 по 28 сентября в Сухуме пройдут международные соревнования по самбо «Кубок Победы», а с 27 сентября по 2 октября 23-й международный турнир по волейболу «Кубок Победы и независимости Абхазии. В среду премьер-министр Абхазии совершил рабочую поездку в Гудаутский район, а также село Нижняя Шера. Глава правительства проинспектировал ряд объектов строительства. В поездке Валерия Абганба сопровождали специалисты управления капитального строительства и наша съемочная группа. Репортаж Амелии Бисмарк. Первый объект, который посетил глава правительства в ходе инспекции, вторая водонасосная станция в селе Нижняя Ишера. Объект был возведен за счет средств российской инвестиционной программы и практически готов к запуску. Здесь вот 3 линии водоводов. Первая, третья и пятая. По 2 насоса. Основной и дублер резервный. То есть если один что-то такое, и второй можно запускать. После осмотра станции в Сухумском районе инспекция во главе с Валерием Абганба направилась в Новый Афон. 1,5 года назад в предгорной части города было начато строительство детского сада. Проект также подразумевал решение некоторых сложностей в связи с его территориальным расположением. На данном этапе садик почти готов к сдаче в эксплуатацию. Строить детский сад – это очень ответственно. Но мы постарались как могли, и специалистов приглашали из Краснодарского края, специалистов привозил, монолитчика привез я. Я думаю, еще через 2 месяца закончим. Следующий объект инспектирования – Гудаутская школа номер 3. Здесь был проведен капитальный ремонт здания, также за счет российской финансовой помощи. Завершить строительные работы до начала 2019 учебного года специалисты не успели. Однако школу планируется открыть сразу после осенних каникул. Что касается проекта, то он был выполнен в соответствии с современными стандартами. Капремонт – это само собой. Здесь предусмотрена горячая вода, холодная вода, кухня, столовая. У них все здесь предусмотрено. Все они готовы. Осталось только кухонное оборудование довести. Все остальное работы все закончены. В рамках поездки Валерий Абганба также проинспектировал ход строительных работ канализационной насосной станции номер 1 в городе Гудаута. Работы по модернизации гудаутской канализации осуществляются за счет средств российской инвестиционной программы в несколько этапов, завершающим из которых станет строительство очистных сооружений. Что касается данной станции, то здесь уже установили необходимое оборудование. Канализационная насосная станция номер 1. В инвестпрограмме у нас предусмотрено строительство 2 таких насосных станций. Одна здесь, другая чуть дальше реки Гудол. После того, как отсюда качает в ту насосную станцию, с той насосной станции уже качает на очистные сооружения. На сегодняшний день практически закончены работы по укладке трубопровода. Насосную станцию мы фактически саму бадью вместе с оборудованием уже установились, остались подключения
и благоустройство. Суммы, затраченные на строительство объектов, которые посетила инспекция, в среду 25 сентября привел начальник управления капитального строительства республики Игорь Миквабия. Так, на ремонт школы номер 3 в Гудауте было израсходовано более 86 миллионов рублей. На садик в Новом Афоне потребовалась большая сумма размером в 134 миллиона рублей. Что касается водонасосной станции, там порядка 90 миллионов рублей весь объем работ. Практически все работы выполнены, осталось порядка 10 миллионов, которые будут завершены тоже где-то к концу октября. Это энергетическая составляющая этого проекта. До конца года по линии инвестиционной программы планируется завершить строительство еще ряда объектов по всей республике, сообщил Игорь Миквабия. У нас будет завершено строительство Тхварчельской районной больницы, строительство школы номер 1 в Гаграх. Будет завершено строительство напорного канализационного коллектора с насосными станциями в городе Гудаута. Завершено будет строительство водопровода, большей части водопровода Гудаутского района Хепстаду-Рыбщ. Нитка она сейчас уже заканчивается, там остаются берегоукрепительные работы, которые мы тоже, надеемся, закончим в этом году. Также будет завершена магистральный водопровод в Горлыпском районе. Это от Багмарана до Агудзеры. И в следующем году мы планируем начать второй этап этих работ по разводящим сетям по самому поселку Агудзера, Мачара, Каштат. Ближе к вечеру инспекция отправилась в село Джирхо Гудаутского района, где недавно завершилось асфальтирование центральной дороги. Часть работ была выполнена за счет средств инвестиционной программы, остальная – на средства республиканского бюджета. Было предусмотрено 2500 километров, проложили нам, вышли как бы от точки А до точки Б, до трассы вышли больше 3 километров. Проложили. Есть куски, там в 2 кусках мы не проложили асфальт, где земля имеет оползни там. В ближайшее время премьер-министр Абхазии планирует посетить с инспекцией и другие районы республики. Амелия Бисмарк, Степан Мартиросян, Абхазское телевидение. В торгово-промышленной палате Абхазии прошла пресс-конференция участников форума по хлебопечению. По приглашению Российской гильдии пекарей и кондитеров члены ТПП приняли участие во Всемирном форуме под названием «Хлеб – это мир», который проходил в Калужской области с 19 по 22 сентября. Подробности в следующем репортаже. Хлеб – это мир, масштабная коммуникационная площадка, объединяющая малый и средний бизнес, способствующая росту социальной и экономической активности граждан. Ежегодно на форуме собираются сотни мастеров хлебопечения и кондитеры со всех уголков земного шара. В этом году в нем приняли участие пекари из 70 регионов России, а также делегации из более чем 60 стран мира. Участниками данного мероприятия стали более 3000 человек из 70 стран мира. Мероприятие собрало в Доме хлеба профессионалов более чем из 60 стран Европы, Америки, Азии и Африки. На 4 дня Дом хлеба, расположенный на парке музея «Этномир», превратился в гостеприимную коммуникационную площадку. Приняли участие делегаты из Бразилии, Венгрии, Германии, Греции, Испании, Америки и многих-многих других стран. В рамках форума проходили интересные мастер-классы по хлебопечению и кондитерскому делу от профессионалов мирового уровня. Были организованы тематические лекции, проведены конференции по вопросам профессиональной подготовки кадров. Абхазские пекари и кондитеры не только впервые имели возможность поучаствовать в столь серьезном и интересном мероприятии, но и смогли ознакомиться с перспективами развития потенциала хлебопечения, а также обменяться опытом и знаниями с мастерами со всех уголков мира. Это огромная, грубо говоря, площадка для обмена опыта, обмена знаниями, рецептурами, какими-то секретиками производства. Нам очень понравилось, очень приятно. Все были очень позитивно настроены, очень все приветливые. Это реально был интересный опыт, нам очень понравилось. Все было на высшем уровне, организаторы организовали прям все, и охрана, и безопасность, и по знаниям очень много зачерпнула для себя на мастер-классах информации. Спасибо большое ТПП Республики за то, что предоставил нам такую возможность поехать на форум международный.
Состоявшиеся в рамках форума диалоги позволили членам абхазской делегации наладить новые контакты, генерировать свежие идеи, а также найти наиболее эффективные направления развития хлебопечения и кондитерского производства. Участие абхазской делегации на форуме прошло очень плодотворно. В дальнейшем Российская гильдия пекарей и гильдия пекарей Абхазии планируют подписать договор о сотрудничестве. Гугут Савардани, Эльдар Дамиров, Абхазское телевидение. Президент торгово-промышленной палаты Тамила Мерцхулава принимает участие в 5-м юбилейном форуме малого и среднего бизнеса регионов стран-участниц ШОС и БРИКС, который проходит в эти дни в Башкортостане. В форуме принимает участие около 2500 представителей органов государственной власти, бизнеса, экспертов и общественных деятелей из 30 стран мира, а также представителей международных организаций ЮНИДО, ЮНЕСКО и ЮНИСЕФ. К участию в форуме приглашен представитель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев. Форум является авторитетной площадкой для обмена опытом в вопросах развития и поддержки малого бизнеса, установления деловых контактов между отечественными и зарубежными компаниями. Нынешней осенью исполнилось бы 85 лет выдающемуся абхазскому археологу Георгию Шамба. На его счету множество поистине знаковых с научной точки зрения экспедиций. Георгий Кучевич был инициатором массы исторических исследований. В память об ученом его коллеги, друзья, студенты и последователи собрались за круглым столом. Георгий Шамба ушел из жизни 6 октября 2006 года. Последнее свое лето он провел на раскопках в Ишерском городище. Выдающийся археолог, абхазовед, доктор исторических наук оставил уникальное наследие для всего научного мира Абхазии. Археолог Нага, Кавказ Георгий Шамба родился 20 июня 1934 года в селе Абгарху Гудаутского района. В 1954 году поступил на исторический факультет Сухумского педагогического института. После окончания вуза работал в музеях Сухума и Пицунды. В 1960 году Георгий Шамба был принят на работу в отдел археологии Абхазского института языка, литературы и истории имени Дмитрия Гулия, где проработал до последнего дня своей жизни. Что касается непосредственно археологии, то Георгий Шамба не только сам занимался этим делом с огромным энтузиазмом, но и умел заразить интересом всех участников экспедиции. Копал месяцами, просто потому что он так это... Ах, сейчас что там пойдет. И вот это вот так увлекательно делать. Он очень добрый был в плане как ученый. Он легко отдавал свои материалы для описания. Я даже помню, как-то он один раз меня позвал, и где-то вот в Кварчальском районе там нашли какие-то погребения античного времени. Я учился в аспирантуре. Он говорит, возьми материал, опиши его. Ну вот как-то я его описал. Наиболее яркие открытия, сделанные Георгием Шамба, связаны с исследованиями села Нижняя Ишера. Летом 1968 года археолог приступил к раскопкам на Ишерском городище. Вскоре Георгий Кучевич подготовил монографию, в которой был отражен целый пласт исследований. Ученый хорошо владел родным языком и часто использовал его для подготовки печатных трудов. Археологи в советские времена, вот в тот период, когда мы все распадались, были в авангарде как бы вот такой политической мысли, потому что они были теми, кто владел материальной культурой, и что очень важно было, когда мы говорили о нашей идентичности. И, конечно, Георгий Кучевич был включен во все эти процессы, и всегда его слово очень было важно. Георгий Кучевич один из немногих археологов, ну вот Миша Гунбайон, могли писать на абхазском. Занимаясь раскопками в Цивильде, Георгий Шамба смог поставить и раскрыть множество актуальных исторических проблем. Какие были поселения сельского характера или уже носили черты городского характера. Вот эти вопросы все поднимались им в его диссертации. И, значит, также вопросы, могильники были это родовые или семейные.
В 90-е годы Георгий Шамба работал в селе Лыхны. Затем он исследовал могильник на горе Джантуха, что на территории Ткварчала, где им были обнаружены многочисленные археологические находки. В начале 2000-х ученый возобновил раскопки в Нижней Ишере. Активно занимаясь практической деятельностью, он успешно работал преподавателем, уделяя тем самым должное внимание проблеме преемственности поколений. Эмилия Бисмарк, Степан Мартиросян, Абхазское телевидение. 25 сентября в рамках культурного сезона «Россия-Абхазия-2019» Абхазская государственная хоровая капелла приняла участие в 15-м международном осеннем хоровом фестивале имени профессора Тевлина, который проходил в Большом зале Московской консерватории имени Чайковского. В этом году фестиваль, построенный по принципу Гала, был посвящен 85-летию выдающегося советского и немецкого композитора Шнитке. С каким репертуаром выступила Абхазская капелла и как ее приняла московская публика, расскажет наш собственный корреспондент Нона Кокускер. 15-й фестивальный сезон имени профессора Бориса Тевлина совпал с юбилеем Государственной хоровой капеллы Абхазии, которая в этом году отмечает свое 50-летие. Впрочем, совпадений в этот вечер было много. В этот раз организаторы приурочили фестиваль к 85-летию композитора Альфреда Шнитке, а участие в нем Абхазской хоровой капеллы стало возможно благодаря подписанному плану о сотрудничестве между Министерствами культуры Абхазии и России. Участников фестиваля приветствовали министр культуры и охраны историко-культурного наследия Абхазии Эльвира Арсаля и представитель Московской государственной консерватории Маргарита Каратыгина. Все началось с того, что в 2018 году в рамках культурных сезонов ведущие педагоги консерватории Чайковского приехали в Сухуми и проводили мастер-классы. И в рамках мастер-классов удалось поработать не только в образовательных учреждениях, но и с государственной хоровой капеллой, с камерным оркестром. И был итоговый концерт. И как продолжение всей этой истории сотрудничества, да, в этом году капелла получила приглашение участвовать. Конечно, для нас это огромная радость. Мы рады, что в рамках такого фестиваля, который каждый год собирает талантливых музыкантов из разных стран, будет представлена наша страна. Профессор Борис Тевлин, имя которого носит фестиваль, был известным подвижником хорового искусства и создателем камерного хора Московской консерватории. Профессор Московской консерватории, художественный руководитель фестиваля Александр Соловьев – один из тех, кто продолжает его традиции. Для нас особенно символично, что в этом году капелла отмечает 50-летие своего основания. И в разные годы капеллой руководили в том числе и яркие выпускники Московской консерватории. И один из этих выпускников, Геннадий Александрович Дмитряк, также будет принимать участие в сегодняшнем концерте. То есть здесь очень много таких пересечений. Абхазская государственная хоровая капелла под руководством народного артиста Абхазии, дирижера Нудара Чанба, представила зрителям 45-минутную программу, которая в основном состояла из абхазских произведений. Концерт был начат с произведения самого Нудара Чанба, написанного им во время Отечественной войны народа Абхазии. Тема войны еще раз прозвучала и в композиции, посвященной герою Абхазии Мушнихвардске. Это особенно символично накануне празднования Дня Победы. Также были исполнены известные народные песни от Ларчопа, Ахраша и Азар. Настоящим же сюрпризом для зрителей стало участие в фестивале народной артистки Абхазии, солистки Московской Геликон-оперы Алисы Гицпа. Директор Государственной хоровой капеллы Нудар Чанба и сам является выпускником Московской консерватории. Более того, он был учеником Бориса Тевлина. Выступать на этой сцене – большая честь для любого музыканта, отметил он. Это очень престижный фестиваль хоровой музыки имени моего профессора Бориса Николаевича Тевлина, с которым мы очень часто выступали вот в этом зале, большом зале консерватории. Это зал необычен тем, что здесь всегда публика собирается только понимающая классическую музыку, любящая классическую музыку. Сегодня вообще как 15 коллективов выступает, но сегодняшний день, значит, представлен 4 коллективами,
группами, в том числе Абхазской хоровой капеллой. Мы открываем концерт, у нас 45 минут, это большая программа. Еще одним сюрпризом для гостей фестиваля стало участие в концерте студента первого курса Московской консерватории Бараса Кучба. Ему доверили дирижировать капеллой. Барас Кучба, кроме того, является учеником профессора Александра Соловьева. Большое спасибо организаторам этого фестиваля, в первую очередь мой учитель по дирижированию Александр Владиславович Соловьев, он художественный руководитель этого фестиваля. Я считаю, что это такая большая работа, вот, которую он сделал такой фестиваль хоровой, в котором участвует и наш коллектив, и много коллективов, и он объединил, можно сказать, наше вот хоровое творчество вот этим фестивалем и сделал нам такой большой подарок. Хоровая капелла и солисты были очень тепло приняты публикой. Тому доказательство бурные аплодисменты и цветы. Абхазская хоровая капелла в рамках фестиваля выступила также в Тульской областной филармонии. Нона Кукускир, Абхазское телевидение из Москвы. А сейчас о погоде. По сообщению Гидромедцентра, в Абхазии ожидается переменная облачность. Ночью местами возможен дождь, днем без осадков. Температура воздуха ночью плюс 12-17, днем 19-24. Температура морской воды плюс 22 градуса. И на этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго.